Эта встреча больше похожа на актерский капустник. Гость программы – народный артист России Юрий Чернов. Таких гостей в республике не каждый день увидишь. На встречу к именитым актерам поклонники готовы ехать за многие километры. А тут никуда ездить не пришлось. К жителям Зязиков-Юрта Юрий Николаевич приехал лично. Первый фильм, в котором я снимался, этот фильм вышел «Следите за моей артикуляцией». В 1968 году. Встречу со школьниками Юрий Николаевич начинает с небольшого рассказа о себе, где родился, учился и как появилась мечта стать актером. Ну и куда же без актерских баек и песен. Будешь ли веселым, как Буратино, и очень умным, как Иван Дурак. Доживем до понедельника. Иван Васильевич меняет профессию, приключения, электроника. У артиста нет главных ролей. Но зато он снялся в более чем 100 картинах. Эпизоды и роли второго плана принесли Чернову известность, звание народного артиста страны и неофициальный титул «Мастер эпизода». Известность ему принесла роль двоечника Сыромятникова в фильме Станислава Ростоцкого. Значит так, политика царя была трусливой и велоронная. Но помимо театрального, Юрий Николаевич получил еще и цирковое образование. Поэтому он отлично жонглирует, владеет искусством пантомимы и даже может удержать на голове стул. После такого трюка зрители не могут скрыть восторг. Сомнений нет, встреча с народным артистом страны надолго останется в памяти юных зрителей. Свой восторг и положительные эмоции они не скрывают. Очень талантливый, позитивный. С первых нот я затянулась. Может, в будущем и моя профессия будет с этим связана. Мне очень понравилось. Он очень талантливый. Вот от души прям мне понравилось. Песню очень красиво поет. У него и голос есть. И актерская игра у него хорошая. Мне очень нравится. Фильмы я его не смотрела, но я это исправлю обязательно. Я все посмотрю. Очень понравилось. Я много фильмов смотрела с этим актером. Я была очень рада и удивлена. Я не знала на самом деле, кто приедет. Сейчас послушали его, настолько поднялось у всех настроение. Я думаю, наших детей тоже ждет очень интересная, познавательная встреча. Он приготовил для них сюрпризы. Ему есть чем их удивить. Попросили расписаться, оставить автограф на нашей арт-стене, где оставляют почетные гости свое имя. Я думаю, для детей, школьников, да, нашего села это действительно событие большое, потому что это личность, это человек с таким опытом, и общение с ним, я думаю, а дети у нас познавательные, они всегда задают вопросы. Приобщить аудиторию к искусству кинематографии. Актер приехал в Ингушетию в рамках 7-го международного кинофестиваля «Золотая башня». Не меньше самих зрителей рад этой встрече и Юрий Чернов. Кстати, в Ингушетию он не впервые, обещает приехать снова. Как я могу сказать при зрителях, при таких очаровательных, замечательных мальчишках и девчонках, что мне не понравились. Очень даже понравились. Вот самое главное, надо у них спросить, понравился вам артист театра и кино Юрий Чернов? Заслуженный артист Ингушетии. Понравилось? Да. Вот это самое главное, понимаете? А я всегда приезжаю с любовью, выступаю перед ребятами, потому что у меня, как и не у каждого актера, детская программа есть. Я с ней объездил весь Советский Союз тогда еще, а сейчас вот приезжаю в республику замечательную, где мне присвоили звание заслуженного артиста. Ну а кинофестиваль продолжается. В рамках «Золотой башни» зрители ждут кинопоказы и встречи с именитыми актерами. Тамара Хашагульгова, Магомед Таскиев, Новости 24.